мастерская у нас называется Накоми Югатарт. Переводится как светлое толкование, светлые мысли, либо арт — это еще лад, хорошо сделанная работа. То есть мы рассказываем именно о значении орнамента. То есть орнаменты здесь не просто так, они с сохранением смысла использованы на изделиях. Занимаемся как раз узорным вязанием, то есть вяжем изделия с коми-орнаментами. Это интерьерные для дома, для уюта подушки, игрушки-подушки, которые можно также стирать, пачкать. И вот как раз вот тоже с нашими коми-орнаментами. Это орнамент один из самых старых. Орнамент у нас называется серпас или перна. У нас используется у коми-пермяков, у финнов. То есть это один из самых простых и самых древних орнаментов. Вот тоже это вот более молодежная такая серия, это джемпер с капюшоном, как модно сейчас говорить, свитшот. Да, такие же вот, например, вещи из хлопковой пряжи с коротким рукавом, с серпасами, кто не любит оленей, например. Да, вот такая вот молодежные такие штуки. Чтобы у нас молодежь не стеснялась своих традиций и понимала, что коми-орнамент — это тоже круто, красиво и очень модно. Ну и наша такая основная концепция, чтобы коми-орнамент не умер, а жил именно в современной одежде. Это вот наша такая вот основная идея. У нас больше всего заказов, конечно, это Москва, Питер, Центральная Россия. Здесь люди чаще покупают кому-то в подарок. Но хотя, да, иногда приходит молодежь, но чаще молодежь, которая коми-говорящая. Вот есть такая взаимосвязь, если люди говорят на коми-языке, они приходят и выбрать себе что-то из одежды с коми-орнаментами. Но на самом деле все это идет из детства, просто такая была маленькая. Здесь было очень много разных мастерских в каждом городе, которые вязали изделия с орнаментами. То есть у нас это было, по-моему, даже 2 или 3 мастерских по вязанию в Сыктывкаре. Насколько я помню, это было в Доме художников, где-то на Коммунистической, в Доме быта. А еще было трикотажное ателье возле Мостеатра, насколько я помню. И здесь даже готовили специалистов именно по вязанию, давали профессиональное образование. Вот. И мама у меня подрабатывала в предприятии народные художественные промыслы. Нас просто было 3, семья многодетная, и у мамы это был как дополнительный доход. Вот. И я тоже маме помогала вязать изделия, и мы вот в это предприятие народных художественных промыслов их сдавали. Вот получала с детства маленький гонорар за свой труд. И мне на самом деле такая модель очень нравится. Такая система, она удобна для женщин, которые сидят дома с детьми, когда есть проблемы с работой. И то есть у меня, конечно, есть такая идея немножечко вот этой хорошей практики, которая была еще в Советском Союзе, как-то возродить. Старт нашей мастерской дал кризис 2008 года. Я тогда была, еще работала как руководитель в компании. Кризис 2008 года, он сказался так, что компания начала готовиться к банкротству. И у меня уже была некая такая усталость от наемной работы. Я решила попробовать на себя. Муж поддержал. И год мы потратили на маркетинговые исследования. И уже в 2009 зарегистрировались как ИП. И в 2010 мы уже сняли помещение, открыли мастерскую, куда люди могут прийти. А в 2009 принимала заказы через интернет и делала все дома. Муж спотыкался просто о нитки, клубки и так далее. И он сказал, что так, все, Света, хватит, надо отдельное помещение под мастерскую. То есть вот так все и начиналось. Так как все-таки, когда ты занимаешься коми-орнаментами, это притягивает определенный круг людей. То есть к нам в гости в мастерскую, в нашу первую, пришел Сергей Галов с коми-войтера и предложил съездить на обучение в Финляндию, в Самский центр Инори, как раз именно пройти обучение по предпринимательству, основанное на культуре и как раз для развития туризма. И именно там мне понравилась модель такой вот домашней мастерской в сельской местности. Вот именно вот эта модель меня очень сильно вдохновила, и мы решили вот как раз переехать в деревню. Мы здесь все строили с нуля.
потому что, видите, под оборудование нужны определенные полы. То есть в простой дом въехать невозможно. Здесь специально заливался фундамент. Фундамент стоит на полу, там специальная такая плита усиленная, потому что это оборудование весит, ну, около 800 килограмм каждое. То есть здесь вот, ну, не знаю, оборудование только 2-3 тонны, плюс еще материал. Да. Специальные сети мы сделали под старину, но чтобы они выдерживали нужное напряжение, и оборудование брали энергосберегающее. А там у нас еще, да, утепление. Это не инопланетян, хотя тоже поможет фольга. Это утеплитель. Нам пришлось закрыть мастерскую в Эжве. Там, конечно, было хорошо в торговом центре, вот гостиный двор, место проходимое, хорошее, светлое. Но вот сейчас мы столкнулись с тем, что с марта отменили все выставки, потом запретили людям ходить дальше 100 метров и запретили предпринимателям работать, поэтому так вот получилось, что нам пришлось съехать. Арендодатель нам не пошел на уступки на снижение аренды, а платить за помещение, чтобы им не пользоваться, ну, вот так. Но, с другой стороны, 2008 год кризисный дал нам толчок. Сейчас кризис для нас очень тяжелый, потому что мы практически полгода без основных каналов сбыта. Но есть уже, пускай маленькая, но своя мастерская, из которой, как бы плохо ни было, никто уже не выгонит. И тут в самом худшем варианте, ну, можно ужаться и работать только самим, без мастеров-надомников. Хотя, конечно, те мастера-надомники, с которыми мы работаем, их тоже хотелось бы сохранить, потому что это в основном мастера, которые на пенсии или у которых там 2 деток, у нас девочки, которые в декрете, для них это тоже дополнительный доход. А у нас чаще всего именно женщины остаются без работы. Вот наш проект, он для того, чтобы и самим обеспечивать себе доход, и сохранить именно традицию ручного вязания. Вот такая вот деталь с такими орнаментом. Вот, мужик пасет оленей возле чума. Это вот деталь рукава, и вот там орнамент из шонды. Купить можно у нас в интернете. Сайт также называется yugot-art.rf русскими буквами. Есть также группа ВКонтакте с таким же названием. Ну и у нас есть филиал в городе на Орджоникидзе 50, где центр ремесел.